Zamanınız xeyirli olsun saygılı seyircilerimiz. Bugünkü programımızda istəyiriz açıqlamaq Qaqovuz xalqımızın en önemli sayfalarını. 1990 yılın avqust ayının 19'unda Qaqovuz Respublikamız haberlendi. Qaqovuz aktivistlerin hatırından bugün Moldova'nın sayısında avtonomiyamız var. Bu olaylar neye getirdiler, hem bu varlığı ne türlü kullanabiliriz biz sizinle evlat boyları. Bunun için laf edeceğiz Qaqovuz Respublikası'nın vice-prezidentinden Pyotr Buzatjıyla. Bunun için onunla bugün buluştuk. Pyotr İliç, zamanınız hayırlı olsun. En ilkin isterim söylemeye size saygılı seyircilerimiz. Bugünkü interviewumuzu iki dilde götüreceğiz. Hem Rusça hem Qaqovuzca. Çünkü derinden hem bütünden bu olaylar için 33 yıl geri olan olaylar için size açıklama isteriz. Pyotr Ильич, первый мой вопрос к вам будет таким. Скажите, какие обстоятельства послужили тому, чтобы гагаузы зажглись идеей провозгласить свою республику? Что случилось тогда? Значит, что случилось в то время? Значит, это все началось с 1989 года, с эйфории народов СССР. Из-за чего? Из-за того, что были перегибы Москвы на некоторых участках. И это дало сигнал молодежи и, будем говорить, интеллигенции всех республик. И каждая республика, интеллигенция каждой республики видела свое будущее в своем видении. У нас все это дело началось с 1989 года. С 1989 года началось с того, что первый запрос, который мы сделали в то время законная власть райисполкомов того советского времени. Обратились мы к депутатам Верховного Совета СССР, нашим депутатам в то время, с просьбой о том, что вот гагаузы больше не имеют в мире нигде своего большинства, вот желательно бы открыть здесь. То есть осуществить план автономизации этого региона. Ну, депутаты Верховного Совета СССР, значит, нас поддержали. Они вышли на Лукьянова, на председателя парламента, на председателя Верховного Совета СССР. Это длилось где-то месяца 4. После чего было первое такое решение, было постановление Верховного Совета СССР за подписью Лукьянова к Пушкашу, это был председатель Верховного Совета Молдавской ССР, с Пушкашу о том, чтобы изучить проблему гагаузов и дать свои рекомендации. Вот с этого начались наши первые шаги. Конечно, Верховный Совет Молдавской ССР, конечно, для того, чтобы пустить на тормоза данную проблему, решила сделать свою комиссию, которая бы изучила, соответствует ли народ Гагаузии нации. Это основной вопрос, который был поставлен Верховным Советом СССР, им. Мы чувствовали, что мы в то время ущемлены. Я работал в то время зампред райисполкома, и я каждый день чувствовал о том, что даже мы, гагаузы, Гагаузский район, ущемляется каждый год. Чем ущемляется? Смотрите, такой пример был. Значит, в садике один ребенок мест, в садике в Чемишлии, тогда в теми временами, стоил 37 рублей. У нас стоил 11. Разве это не ущемление? А это закладывалось в бюджет, это формировалось в бюджет. Я говорю только социальную сторону, не говоря о экономической стороне дальше уже. Вот. И вот эта тема стала как бы
спором, раздором между Кишиневым и районом. Тогда район был. И вот из-за этой причины, из-за других причин, вот, этот клубок все крутился, вертелся, пока в 90-м году уже появились общественные организации, которые взяли это дело на вооружение и преподносили уже народу. То есть в умы народа они уже влияли. Поэтому Пушкашу нечего было делать, как действительно создать эту комиссию. Вот он создал эту комиссию, как обычно, зная наперед, что любая комиссия имеет свой отрицательный конец. Любое дело, чтобы завалить, нужно что сделать? Поручить комиссии разобраться. И здесь будет отрицательный, конечно, будет резюме, и все. И закрыли тему. Вот по такому сценарию хотел Верховный Совет Молдавской ССР доложить Верховному Совету СССР. Но у них ничего такого не вышло, потому что мы здесь, конечно, сразу объединили все три общественные организации районные, Берлик, Ватан, под флаг Гагауз Халкы. Гагауз Халкы на своем втором съезде из 3 съездов, который провел Гагауз Халкы в то время, 3 съезда было, это съезды не народных депутатов всех уровней, а съезды народа Гагаузии, так и назвали. Вот на втором съезде было принято решение об объединении этих структур, общественных структур под флаг Гагауз Халкы. Гагауз Халкы в своем решении затем вынесла решение о том, что необходимо создать руководящую структуру Гагаузии. Мы не знали тогда форму автономии, неизвестно было, республика, автономия, район. В общем, по советской структуре это было много предложений, как назваться. Но мы пока назвались тогда, что один из видов автономии. На втором съезде был избран Временный комитет. Сначала избрали 151 человек, но к третьему съезду мы уже поняли о том, что 151 человек много, что иногда не может собрать форум, иногда, много мнений, мало решений. Тогда предложение было Степана Михайловича в то время в обращении к третьему съезду народа Гагаузии, о том, чтобы сократить хотя бы на 30% временный комитет. Так и сделали, оставили и узаконили 101 человек. Петр Ильич, вы понимали, что Кишинев не соглашается с вашим мнением и противостоит вам. Как удавалось выдерживать вот это напряжение? Какие вопросы было сложнее всего решить? Сложнее было решить первые контакты. Открыть первые контакты. Почему? Потому что Кишинев не хотел разговаривать тогда с нашим руководством, которые не, как они говорили, незаконные, не это. Но со мной они не могли поступить иначе, потому что я легальный зампред райисполкома с удостоверением. Я на легальной первой должности был в то время. Я вхож был в правительство, и я в тот период был как бы связывающим звеном тогда Камрата и Кишинева. Те вопросы, которые они поднимали в их пользу. Чтобы отказаться от одного, отказаться от второго, от третьего. Обещали, что они дадут там культурную автономию, чтобы там мы могли петь и танцевать. Но с бюджетом они не могут разделить бюджет, то не могут сделать, то нет. Короче, вот такую систему. И скажите, и подготовьте письмо Верховному Совету СССР, что вы не против вот на такой сценарий.
на которые мы не согласны были. Мы пошли дальше. Как встречал Кишинев ваше несогласие в этой ситуации? В штыки было принято на третьем съезде народов Гагаузии о том, чтобы значит, назначить день выборов народных депутатов Гагаузии. Вот когда они это дело почувствовали, увидели, да, они поняли, что мы идем дальше. Назначили тогда на 26 октября 90-го года, но мы его провели не 26-го, потому что силовые структуры Молдовы нас заблокируют, и мы ничего не добьемся. Было принято такое решение провести выборы ночью, на 2 дня раньше. Так и сделали. 24 числа, после 12 ночи, мы провели выборы. Как вы оповестили население, что выборы будут проведены несколько раньше и тем более ночью? Значит, мы оповестили не связью, а сразу в каждое село был направлен человек с вечера. Мы такое решение приняли из 3 нас и еще Верховного Совета, который назначен был, ну, человек 5-6 залов, что проведем ночью. Поэтому уже вечером была собрана команда для каждого села. Транспорт, команда, которая едет, отвлекая, ничего нет, и встречается с председателем сельского совета. Тогда председатель сельского совета был. И так и решение принято. Вот так вот было передано. А председатель сельского совета уже мы выработали, как оповещение населения будет. Очень тревожно было. Никто из нас не уходил домой. Мы сидели на 3-м этаже, ждали. Ждали, везде машины стояли, везде наши люди стояли. Доверенные наши люди, чтобы можно было подвести бюллетени, потому что мы за что боялись, что могут перехватить бюллетени, и тогда выборы не состоятся. Иди докажи, потом нечем доказывать. Поэтому вот этот период для нас был очень, конечно, серьезный и ответственный. Явка какой была, Петр Ильич? Явка была 93%. Явка была 93%, которые проголосовали за. В 6 часов утра были закрыты избирательные участки, а в 7 часов утра уже к нам привозили бюллетени уже запакованные протоколами, как положено. Какой была реакция Кишинева, когда они узнали о вашем таком интересном ходе провести заранее выборы? В 8 часов утра прибежали, комрад сразу. Сразу прибежали все ответственные лица, которые, видимо, были назначены на 26 числа. Они сразу бегом сюда все прибежали. Все. И искали везде, где старались бюллетени, достать бюллетени. Выборы проверили, состоялись. Им нечего было делать, как признать они официально не могут, но для нас они законные. Почему? Потому что нарушений никаких не было. Постановление было принято. ЦИК тоже утвердил, дал согласие о том, чтобы проводить с и до, что ночью. И так прошли эти выборы. Петр Ильич, вы получили тогда колоссальную поддержку населения, проживающего здесь, в Гагаузии. Это не только гагаузы, и болгары, и другие национальности, проживающие здесь вместе с гагаузами. Но основные риски вы брали на себя. Вы, Топал, Кендигелян. С чем пришлось столкнуться и как вы выдерживали это давление? Мы выдерживали только из-за того, что мы знали о том, что народ поддерживает. Потому что мы, когда выходили из кабинета на площадь, то площадь ликовала. Чувствовали эту опору, эту поддержку населения. Там население не только гагаузы, вы правильно ответили, что это не только гагаузы, это было и болгары, и молдаване, и все. Когда мне задавали вопрос в парламенте потом, затем, что вы же ущемляете Молдаву,
молдаван. А в то время у нас ковровая работала, кирпичная работал, швейная работала. Значит, и много молдаван было. Было СДК, с Бараган, с Башкали, молдаваны, которые истинные молдаване. Так вот, я говорю, никаких проблем, делаем опрос. Да, они согласились. Да, делаем опрос. Но без вас, то есть без нас. Я говорю, хорошо, делаем опрос. Наш представитель доходит до двери, вы заходите на предприятие, руководитель будет предупрежден, и вы разговариваете с населением, с работниками. И если они ущемляются, составляйте протокол и вынесите к нам на улицу. Не нашли они такого. Все молдаване были за Гагаузию. Они были поражены. Это был удар для них, психологический удар, потому что когда они задавали потом мне вопрос как председателю комиссии по выработке этой автономии, я же каждый день был там в парламенте, задавали, как удалось вам переориентировать молдаван на свою сторону. Мы никого не агитировали. Наоборот, народ, эйфория народа родила нас, руководителей. Не мы их, а они нас. Другое дело, как мы могли взять на себя такую ответственность, не могу сказать. Видимо, из-за советского воспитания, чувства долга, патриотизма. Вот, видимо, вот это сыграло роль. Роль ответственности. Раз тебе поручают, значит доверяют. А раз доверяют, ты должен оправдать. То есть так учила советская школа. Так формировался менталитет того поколения. У вас на тот момент уже была своя семья и дети. Да. Какую ответственность чувствовали перед ними? И насколько эти чувства отличались от ответственности перед народом, проживающим на территории Гагаузии? Чувство ответственности родителей, конечно, всегда было, есть и будет. Всегда. Вот. И они были на первом месте, конечно, но не снимая ответственность за порученное дело. Какую поддержку семьи получали? Семья поддержала меня, и семья нас кормила в то время, так как мы домой не ходили, а ужинать. Нас ужином кормила семья, жена кормила в кабинете. Несмотря на то, что были и представители Молдовы, в частности, председатель комиссии, когда мы летали на вертолете, председатель комиссии был с молдавской стороны, это Сангели Андрей Николаевич, и с нашей стороны я был. Так, когда жена зашла в кабинет, принесла кушать, и Сангели ей задал вопрос. Вот так вот сидели мы вдвоем, Сангели, она говорит, Анна Дмитриевна, вас не накажут за то, что вы кормите молдаван? Она ответила тоже мудро, видимо. Говорит, я врач, и для меня нация не играет роли. Люди должны быть здоровыми, сытыми. И это наша участь женская. И все, и закрыли тему. На 4-м съезде было решение, на котором участвовал Лучинский Петр Кириллович. Он выдвинул такое предложение. Кишинев уже видел о том, что мы не отстанем. Мы все равно будем идти вперед. Раз объявили мы себя республикой, значит, мы должны соответствовать и структурно тоже. Поэтому мы по этому пути уже пошли и формировали. И молдавская сторона видела в том, что идет формирование. И тогда Петр Кириллович на съезде выступил и сказал, что товарищи гагаузы, значит, давайте так сделаем. Давайте не принимайте сами одни решения. Давайте мы примем совместно. Есть парламент Молдовы, есть это. Давайте создадим двустороннюю комиссию, которая будет принимать решения и которая будет удовлетворять и вас, и нас. Президиум уже Верховного Совета Гагаузии
формировано было. Решение приняли о том, что да, изберем комиссию из 15 человек. Председателем комиссии вот мы назначаем вас, то есть меня. Я дал согласие. Формировали, мы начали работать в комиссии. Такая же комиссия была избрана из депутатов, значит, из депутатов Молдавского парламента, председателем комиссии, который был Катарабай. С нашей стороны, вот я вам сказал, я был. Мы встретились на первое заседание. Первые 3 заседания мы поняли тогда, что Кишинев просто нацелен, направлен на то, чтобы оттянуть это время, чтобы остыли страсти гагаузов, и чтобы немножко, вот, потихонечку спустить это на тормоза. Но не то было. Значит, мы начали требовать свое. Затем была встреча у меня с Лучинским в кабинете вечером, и я ему тогда сказал прямо, что мы больше в Кишинев ездить не будем. Он сказал, почему? А потому что вот настрой мы же видим, мы же тоже не мальчики. Так. Мы же видим, что все это дело разыгрывается, и это все прорежиссировано, что до мелочи, как молдавская сторона должна вести себя. На что тогда Петр Кириллович сказал, что завтра вы начинаете работать, пусть комиссия будет, я приду на комиссию. Он пришел на комиссию второй день и сказал, всех предупредил. Конечно, мы все поняли о том, что он вечером говорил им одно, а при нас сказал другое, что вы должны работать, и вы должны результативно каждый день, потому что с нашей стороны было такое условие стоит, каждый день мы отчитываемся перед своим руководством, а Катарабай отчитывается перед ним, перед Лучинским. Что результат должен быть? Поставили это на протокольную систему. А эти протокола немножко, как говорится, пристегнули работу. И работа пошла. Мы поняли о том, что движется работа, но движется не так быстро, как нам хотелось бы, но все равно она движется. И мы ожидали, что будет на каком-то этапе будет срыв. То есть с молдавской стороны какая-то провокация должна быть. Вы готовились к этому? Мы к этому готовились каждый день. Почему? Потому что не может так идти гладко решение комиссии. Там много вопросов, понимаете? Начиная с преамбулы, мы только преамбулу работали, наверное, недели 3, пока преамбуле назвали гагаузов не меньшинстве, а народ. Вот у нас вопрос был о том, что нельзя называть меньшинство. Докажите, где наше большинство. Докажете, мы откажемся от этого слова. А пока нет. Истории нету такого, где бы большинство было. Значит, мы не относимся ни к большинству слова, ни к меньшинству, ни к чему. Мы народ. Вот так была преамбула. Так родился потом этот весь закон со всеми делегированными полномочиями, со всеми структурами, как положено. Узаконены были все структуры постатейно, все силовые структуры, все 4. 18-я статья формирование бюджета, то есть источники формирования бюджета. То есть все это дело было. И так проработали мы 2,5 года. А бюджет Гагаузской республики каким был? Как он формировался? Он формировался тогда из тех отчислений каждого предприятия. Мы поделили, что можно оставлять здесь. Значит, бюджетные отчисления, допустим, от соцфонда оставлялись 100% здесь. Потом от НДС оставляли 50% здесь, 50% там. 50% перечисляли акциз, то же самое. Потому что у нас
в законе было, что у нас своя таможня. А раз таможня, значит, в таможне мы просчитали тогда о том, что у нас появится НДС, у нас появится акциз, у нас будут как и экспорт товара, так и импорт товара. Поэтому то есть это разделение тоже было. Мы разделились почему? Потому что знали о том, что университеты были в Кишиневе, а детей надо обучать, то есть часть туда здравоохранения, часть туда армия, часть туда. Все просчитали, поэтому это не работа одного дня или одного месяца или одного года. То есть, когда сейчас говорят о том, что нам дали, нам ничего не дали. Мы обосновывали каждое слово, каждую запятую, не говоря о каждой цифре. Что послужило причиной для того, чтобы гагаузы были вынуждены отказаться от республики и выбрать несколько иной статус автономии? Если бы еще Советский Союз прожил бы еще месяцев 6, то мы бы имели свою республику. Потому что Лукьянов, председатель Верховного Совета СССР, уже настроен был на это. Почему? Потому что они поняли, что обоснование, мы правильное обоснование даем, а Лукьянову нечего было делать, как исполнять просьбу депутатов, наших депутатов СССР, депутатов Верховного Совета СССР. И их наказ Лукьянов вынужден был поставить на голосование. И такое голосование прошло в Верховном Совете СССР, оно прошло. И если бы оно еще дальше продолжалось, я говорю, месяцев 6 минимум, тогда мы бы действительно в Молдове была бы, эта республика была бы в структуре СССР, не в структуре Молдовы. Чего Молдова и боялась. Настрой депутатов парламента Молдовы тогда было, будем говорить, что все 90% были против. Были против автономии. Против гагаузов тогда, будем говорить, не автономии, а вообще против гагаузов. Какое Гагаузия может быть, если республика единая? Она в Конституции у нас сказано о том, что она неделимая, единая, нейтральная, суверенная. И когда мы это все, как говорится, поставили на весы, что ж, как Ленин говорил, нужно, чтобы сделать 2 шага вперед, нужно шаг назад сделать. И мы сделали этот шаг. Шаг назад и стали уже узаконивать автономию, которую уже к декабрю мы узаконили. Это было сложное решение для вас, для Кавала, для Кентигеляна? Да. Как лиц ответственных за целый народ? Это сложное решение было. Почему? Потому что улица кричала одно, площадь нельзя было забывать. Требования народа нельзя было отходить от требований народа. Народ знал, что республика, и тем более мы ее провозгласили. Понимаете? И потом идите докажите о том, что ладно доказать, допустим, Верховному Совету Гагаузии и исполкому Гагаузии, президенту Гагаузии, там можно, как говорится, доказать, а иди докажи площади. Это был тяжелый вопрос. И такое решение, принятие такого вопроса очень тяжелый был вопрос. Но вы сумели объяснить людям? Мы сумели объяснить. Мы сумели объяснить депутатам всех уровней, на котором действительно пришли к выводу, что да, надо этот шаг сделать. Конечно, говорить о том, что 100% гагаузы были за это неправильно. Это самого себя обманывать. Значит, были и против. Были
они в меньшинстве были, но были люди, были депутаты, те, которые настаивали на... Вот есть решение съезда, что республика объявлена, узаконена. Все. Но она узаконена на этой территории, но она не узаконена была в республике. Поэтому практически мы посчитали, что узаконить мы в то время, уже Советского Союза не было, и узаконить как бы республику мы с Молдовой разной весовой категории, будем говорить. Поэтому мы этот шаг сделали назад. Когда назвали Гагаузия, у нас сначала была, а потом добавили Гагаузиери, и когда им перевел Ангель, наш депутат, перевел, что это земля гагаузов, потом я вышел в парламенте и сказал, что это не земля гагаузов, земля, на которой живут гагаузы. Но они все равно поверили не мне, а поверили Ангеле, потому что он их не депутат. Понимаете? Хоть и гагауз. Хоть и гагауз. Но, понимаете, вот таких, ну, много. Здесь можно рассказывать месяцами о всех мелочах, но такие казусы были. Сложная оказалась работа над законом об особом правовом статусе. Была сформирована комиссия совместная для того, чтобы разработать этот закон. Да. Работа шла более 2 лет, и принимался этот закон тоже достаточно сложно в парламенте. Что больше всего тогда вас поразило, и были ли вы готовы к тому, что будут голосовать депутаты парламента за этот закон постатейно, и не все статьи будут приняты в итоге? Значит, я вам скажу, что мы вначале были зелеными в работе, парламентской работе, но через месяц у нас времени созревания было мало. Мы через месяц совсем изменили тактику свою работу в парламенте Молдовы. Мы работали 90% со всеми дипмиссиями Молдовы, аккредитованными в Молдове, со всеми. И мы через них тоже давили на парламент Молдовы. Понимаете? Для нас мы обдумывали, как действительно, с каких сторон, кого, как, чего. Но обрабатывать надо было всех. Ну, вы говорили о правах гагаузов и требовали их исполнения. Да. Кроме Китая, мы получили, все дипмиссии дали положительную оценку. Положительный отзыв, на который потом мы их собрали, они с круглой печатью, с мокрой печатью были. Мы собрали, представляли комиссии, представляли председателю парламента Лучинскому Петру Кирилловичу. Он, понимаете, он не думал, что мы пойдем и тем путем. Почему я сейчас говорю нашим депутатам, говорил и остаюсь при таком мнении, что у вас ничего не получится до тех пор, пока вы не окружите себя всеми дипломатическими структурами. Чтобы у вас было на кого опереться, на кого ссылаться. Нам когда что-то говорили, ага, а вот они согласны, мы конкретно говорили. То есть на тот период мы искали любую соломинку, чтобы уцепиться. Мы были на встрече у Демиреля с Степаном Михайловичем вдвоем. Демирель пообещал приехать к нам. И он сдержал свое слово. В течение 3 месяцев, правда, но через 3 месяца он приехал. И первое интервью, когда он только прилетел сюда, и когда встреча была в Буджаке, он сразу Топалу сказал: «Топал бей, я тебе обещал приехать на твою землю, вот я здесь». Вот его первые слова. А потом уже в докладе он то же самое повторил еще раз. И
потом его влияние было уже в Кишиневе. Киндигелян, Бузаджи и ты, Топалов говорит, и ты там. Все трое ко мне. Мы утром встали под козырек, честно говоря, и поехали. Мы поднялись на второй этаж к ним. И вот он с нами беседовал, объяснял все то, что это. Оказывается, в ту ночь он встречался с Мирчей Ивановичем. После того, как они отсюда уехали, они сидели и разговаривали. И он нам сказал: вы не бойтесь, езжайте себе домой и работайте дальше. Автономия, слово автономия, будет. Мы как долго? Дня 2-3 как бы оценивали эти слова, это предложение. Идите домой, начинайте работать, продолжайте работать, автономия у вас будет. И вот мы работали, и потом мы дали согласие на эту автономию уже. То есть мы пошли по этому пути. А параллельно этому, значит, Мирча Иванович, когда потребовал отчет о работе комиссии, и парламент Молдовы Мирча Иванович доложил Снегуру о том, что еще и есть трение, тогда вдруг появился Мирча Иванович. Я был в парламенте с комиссией вместе. Сидели. Мирча Иванович выступил перед депутатами и сказал: уважаемые депутаты, вы работаете, конечно, у вас есть своя работа, свое это, но не забывайте о том, что нужно не помню сейчас, за месяц или два, сколько он сказал, гагаузскую проблему решить. И если вы его не решите, то я его решу своим указом. И вот тогда была задумка как у нас, так и задумались и депутаты Молдовы. Хотя ярые националисты были. Что стоил только Рошка. Знаете такого? Рошка того времени. Рошка или Гимпу, Георгий Гимпу. Эти же националисты были первые как бы утвержденные румыны на территории Молдовы. У них в паспорте стоял гражданство румын. Значит, вот с таким контингентом нам приходилось работать. Поэтому, когда говорят о том, что нам дали, нельзя говорить, что нам дали. Ничего зазря никто ничего никому не дает в жизни. Поэтому все то, что достигла Гагаузия, она достигла, может, своим упорством, своим, может, характером, таким... Проходя через сложности. Может быть, качеством гагаузов, они такие требовательные, как к себе, так и окружению. Вот, и настаивают на своем, как бы ни было. Поэтому, да, на этот период, пятилетний период, который вот перешли мы на формирование своих структур, вот, и до узаконенного, до 23 декабря 1994 года, вот этот период был и взлет гагаузского народа, был и падение было. Вот в частности, то, что вы сказали, что падение из Гагаузской республики в автономии. Но не было бы Гагаузской республики, труднее было бы сделать автономию. Это тоже нельзя учитывать. Понимаете? То есть наш максимализм, мы же максималисты, мы требовали максимум. Хотя мы понимали о том, что да, и сейчас в каждом из нас мы требуем максимум, а получаем то, что получаем, правильно? Поэтому есть выражение такой компромисс. Мы должны были своим уложением и этим, мы должны были усовершенствовать каждый год что-то помаленечку. Не так, чтобы мы вот выдвинули,
наши требования. И вот Молдова, принимайте. Надо было шажками. Понимаете? В лоб нельзя идти. В политике в лоб ходить опасно. Pötr Iliç, seyircilerimize adadıkan iki dilde sizinle laf edeceğiz. Bu arada isterim geçelim Gagavuz diline. Bu 30 yıldan ziyade yılın içinde gözlettiniz. Nice ilerledi Gagavuz'a, nice gitti işler Gagavuz yerinde, nice götürdüler kendilerini biri ardı sonra türlü başkanlar hem de halk toplulukların çağrışları. Ne var önce söylersiniz? Gagavuz politikleri bu varlığı, bu autonomiyi ne türlü kullandılar, ne türlü ileri doğru götürdüler. Geldi mi hesabınıza, beğendiniz mi olsa beğenmediniz? Ya da neyi beğendiniz, neyi kötülersiniz? Ben beğendim. Hani oldu закон. Hani şansı dil separatist. Zira biz o zaman sayılırdık separatist. Biz 94. yıllardan nice Stepan Mikhailovich, nice Kendigelian, nice Musadji, hepsimiz separatisttik. Любой. Даже депутаты, они ayrılık, тоже separatistler o zaman. İlk депутатlar hani oldu na законной основе oldular 95. yılda Ün'ün 11'inde. Açan ayrıldılar o втором туре. Значит, ayrıldılar da o zaman onlar oldular законными. Te onlar lazım da o zaman çeketsine adımcak. Küçücük adımcıkla hele yavaşça gitmeye. Kayvileştirme kanunları istersiniz. Kayvileştirme lazımdı bu zakonu. Da vakit vardı. Açan komünistler 90 derim 67 kişi vardılar parlamentte. O zaman vardınçıydı bu zakonu savaşma yapma da geçirme onu в Конституция dizide 101. statüye ama geçirme onu preambulasını. Tenice preambulada gösterili hani Гагаузский народ первый, второй, третий абзац этого. Onu lazımdı savaşma, geçirme Konstitüsya Moldova. O zaman biz varınca da kendimizi kavi tutalım. Ama böyle biz organiический законlandık. Biz bir statıyla bak страховаться oluruz 101. statıyla. Hani var teritoriyada avtonomi. Konstitüsyada. Konstitüsya Moldova. Ama olaydı hani olaydı 104 статья. Формирование бюджета var lazımdı. O zaman silmeyecekler taможни, silmeyecekler налоговой инспекции. Demeyeceğim hani insan işlemedi. İnsan işledi ama anlaşıp da lazımdı bu işleri durgutma. Ama anlaşamadılar. Nasıl yapayım? Dilim yokunca vereyim оценка. Hepten mi kaybettiniz umudu olsaydı ta umutlanırsınız hani ofisyal Kişinöv hem Komrat günün biri gelecekler o kompromisi hangisi o kadar adak lazım hem Moldova'ya hem Gagavuz yerine? Buna lazım sıvıtmama с повестки dня. Bunun lazım işleme her gün. Da dil lazım durgunma, dil kendini de durgutma. İnsan yaşı ileriye düşünüyor, ne olacak ileriye. Dinleri ileriye olsun silah, lazım olsun olsun мечта. Наши, Гагаузча bilmiyor, наши nice deni olsun lazım. İnsan gitsin своей мечте, bilsin hani yönünde onun var. Daha ileride var daha iyi vakitler. O zaman açan siz kurardınız birlikte Gagavuz halkının Respublika'yı sonra da avtonomiyaya geçtiniz. Anlatırsınız, söylersiniz. Hani vardı büyük birlik insanların arasında. Var mı bu birlik bugünkü günde? Yok. Niçin? Ne düşünürsünüz? Niçin? Söyleyeceğim niçin. Niçin yani 30
90. yıldan geçti 33 yıl. 33. Söyleyeceğim hani 33 yıl biz formirovat etmedik. Ki bu поколение hani şimdi властьta nice onlarda o kuvvetli поколение onda yok o patriotizm. Biz kaçırdık o поколение. Onda yok o patriotizm, onda o mentalitet formirovat oldu başka türlü. Da o yokunca yarına desin hani diye hepsi kalksın birden. Niyet. Yok birlik. Onlarda yok birlik. Diye bakın rezultat uzağa gitmeme alma bizim Народное собрание. Тюо поколение şimdi Народное собрание'da основной bizim bu поколение öyle mi? 30 yaşında, 35 yaşında. Onlar kim действительно büyüdü после этого. Onlarda da yok birlik. O dil lazım da olsun birlik. В решениях вопросов, путях решения. Но то, что lazım olsun решение, onlarda lazım birlik olsun. Pути решения, да, разные. Benim görüm böyle, sizin görünüz başka türlü. No gitmeye lazım bir yere. Разными мнениями, разными путями, но gelmeye bir yere. Niyetler bir lazım olsun. Birlik lazım olsun. Bu iş yok, kaçırdık. Ama kaçırdık. Dini kaçırdık, образование. Вот lazım da çekitme образование'dan. Sonra возникают идеи следующие вопросы. Образование'dan dil, başka işler, формирование patriotizma. Ну, hepsi şkolalardan çekiliyor. Sadiklerde. Biz dururken kendi avlumçenizde biz yapmayacağız bir şey. Biz komşuya gitmeyince yaşayamayız öyle mi? Ama burada biz bağlıyız bir yerde. Lazım düşünmeye hem bunun için. Ben demiyorum annemizden. Lazım düşünmeye hem bunun için hem bunun için. Zira büyük ответственность kabul etti na себя депутatlar. Başkan. Aldığınız yükü sırtınıza lazım götürme. Yokunca öyle iş hani büyün beni ayırdılar, yarına ben atıldım. Yokunca bu işi yapma. Депутatlar onun için lazım, исполком da lazım düşünsün, депутatlar da lazım düşünsün. Da yapsınlar, birlik olsun. Açan olacak birlik, o zdaniyede olacak birlik. Da bu iş zor iş. No onu lazım yapma. O zaman açan birlik olacak o zdaniyede. Kişinyov çekici düşünme. Ama böyle Kişinyov düşünmüyor. Kişinyov diye ha yapsınlar, daha çok zarar yapsınlar birbirine. Biz sonra söyleyeceğiz onlara. Öyle de olacak. Böyle gidersek autonomiyamızı kaybedeceğiz mi? Kaybedeceğiz. Bence kaybedelim. Şimdi bu situasyonlar nice Kişinyov bize настроены. Bize настроены Kişinyov değiliz. Кто-то belki düşünüyor yani bulacağız yazık. Bulma lazım общий yazık her gün. Değil ne zaman sen gelecek senin fikrine hani sen lazım gidersin oraya. Sen lazım gidersin oraya her gün. Ama henüz lazım olma. Hani parlamentte lazım da sразу yapma двухстороннюю комиссию, da o komisya işlesin orada. Birlikte olma bizim deputatlarla hani orada parlamentte birlikte olma nesetmeye de onlara da daha kolay olacak işlemeye. То есть bizim deputatlar yardım etsin biz öbür deputatlara hani parlamentte. 33 yıl nece haberlendi Gagavuz Respublikası, halizden önemli bir data, önemli olayları bugün bize açıkladınız, anlattınız. Ne söylaflarla siz istersiniz danışma, bizim ekranlar aşırı, o insanlar anıları o zaman sizinle birlikteydiler. Hem de evlat boylarına, gençlere, anılarına sıra gelecek götürmeye ileri bu autonomiyi. Ne demeye istersiniz onlara? Ben söyleyeceğim Rus dilinde. Buyurun.
пожелать крепкого здоровья, пожелать общего формирования единства, воспитывать будущее поколение в форме патриотизма, в форме большой ответственности, формировать. Оно формируется, конечно, новый менталитет, но в этом менталитете обязательно нужно формировать не западные, как говорится, ценности, а формировать те ценности, которые в нас есть, в которых были заложены в каждом члене того периода становления Гагаузии. И эйфория народа выдвинула нас и от нас требовала. Поэтому сейчас народ тоже должен требовать от своего будущего поколения. А чтобы требовать это, нужно к этому идти. Как в образовательной части, так и в воспитательной части дома. Оба, как говорится, оба полюса должны работать. И тогда будет сближение. И тогда будет результат крепкого здоровья и удержать то, что хотя бы есть. Удержать любыми путями. Петр Ильич, я вас благодарю за эту беседу. Мне было приятно с вами беседовать. Мне было интересно узнать о тех событиях, которые происходили 33 года назад. И хочется верить, что все ваши надежды относительно будущего Гагаузии, они оправдаются, и молодое поколение не разочарует вас. Я надеюсь, очень надеюсь. Благодарю. Благодарю и наших телезрителей за то, что были вместе с нами. Желаю вам всего доброго. Оставайтесь с каналом ГРТ.